Хотите, сейчас сниму скатерть, и все останется на столе. Все, молодцы, спасибо. Это не «Игра престолов», нет. Брестские сосиски. Повеселимся? Пукс на корпоративе, это что? Какой белорусский аккорд. Талантливо, до хрена трудоспособных мало. Да, я вообще дерьма наложил, конечно. Извините, ребята. На новогодний стол. Ну что, лепим? Я же не буду одна здесь. Шампанское так вдохновляет. Это не «Игра престолов», нет. Вы включили ту самую программу, да. Я одолжил шубу просто, померить на себя, как мне. Идет она, нет? Идет? Хорошо, спасибо, значит, оставлю себе. Мне нравится очень, потому что по ней всегда можно понять, что наступил Новый год. Или наступает Новый год. Или наступил Новый год. Ну, то есть, если запомните, это примета. Если я в этой шубе, значит, Новый год. Сейчас ко мне придет в гости моя любимица, моя подруга. Не буду скрывать, что мы в отношениях, пока в дружеских. И она будет готовить, может, я даже ей помогу, она будет готовить пельмени. Не потому, что мы хотим вас удивить пельменями, а просто в ее семье всегда на Новый год делают пельмени. Я подумал, да и нормально, чё? Почему нет? Пельмени с шампанским – это, в принципе, вариант. Вариант весело встретить Новый год. Потом будет еще один гость. И эти два гостя могут, конечно, полностью вынуть вам мозг, поскольку их иногда нельзя остановить в их желании повеселиться. Итак, моя первая гостья – Ольга. С Новым годом, Подгайская. Привет, дорогая. Я сниму эту шубу, чтобы тебя обнять. Повеселимся? Повеселимся, да. Давай так. Ты начинаешь, а я буду с тобой стоять и разговаривать. Хорошо. Как год прошел? Нет, нельзя. Нельзя такие вопросы задавать. С едой, понимаешь, когда еду готовишь, нужно говорить только о хорошем. Ничего себе. Хотя год прошел хорошо, да. Сколько тебе осталось дописать твоего виолончельного концерта? Партию виолончели. И все. А так, почти дописан. Уже почти. Вот-вот. Уже все. Ты понимаешь, что вот когда говоришь с композитором, да, и кто-то слышит, как зрители, да, для них же вообще непонятна эта работа. То есть для большинства вообще непонятно, что такое композитор. Не, есть такие два типа композиторов. Есть, которые нужны именно инструмент, без инструмента и не могут. А есть, которые без инструмента. Угу. Вот Шостакович писал за столом. А Стравинский, он из подручных материалов мог сделать инструмент, лишь бы только был инструмент. Получается сейчас, что у тебя каждый год какой-то есть один большой продакшн. То есть, условно, у тебя была опера «Дикое полевание», там у тебя концерт виолончельный, это большой объем, конечно. Это каждый год какой-то большая работа или нет? Не, вот так получилось, что последние 3-4 года, наверное, так, а может быть 10 последних лет. Как-то что-то всегда есть. Что-то всегда есть большое. Есть не то чтобы мелкое, но такие маленькие произведения там для органа и так далее. Вот, на них меньше, конечно, затрат энергетических. В тебе совмещается несколько таких ипостасей. Да? Ты органистка. Можно так сказать? Да. Да. Ты пианистка. Можно сказать, да. Ты композитор. Что? К. Композитор К. Ага. Еще кто-то? Работаешь с кем? Учитель музыки. Да, ты же еще учитель музыки. Да. У тебя есть уймище детей, которых ты учишь. Уймище, да. Эти дети, они как тебя воспринимают? Серьезно. Я просто знаю, что польские дети, они от тебя требуют прям, если я пришел на час на занятие, то весь час, ни минуты меньше. Я с таким столкнулась, потому что как-то ребенок обычно приходит в музыкальную школу, потому что его родители привели. Вот, и тут уже 45 минут они уже там не выдерживают. Поэтому ты должен делать, что хочешь, лишь бы ребенку это понравилось. И вот были такие ситуации, когда здесь с польскими детьми, и вот я преподавала, и 2 минуты буквально до конца. Мы все уже сделали, все.
Что там уже делать уже? Вот. Я говорю, ну вот все, до свидания. И нет, извините, у меня еще 2 минуты. Я такого еще никогда не видела. Да, прагматичненько. Да, но это не только польские, это современные дети. Я бы сказала, белорусы тоже Почему такие. бы нам не выпить шампанского, да? Наконец-то, ты зубы заговариваешь. мне всё- Да. Потому что Ну, готовить и не выпив шампанского, это странно. Да, А на Новый год тем более. шампанское так вдохновляет. Да, шампанское вдохновляет. Скажи мне, вот мы же сегодня ужинаем по традиции твоей семьи. Да. Почему именно пельмени на Новый год? А я даже не знаю, почему. Надо, кстати, позвонить родителям. Ну, позвони, не забудь позвонить родителям, да, позвони маме. Спросить. Не знаю. Обычно же все эти оливье, там вот это Не, все. оливье это как... Ну, Это как хлеб. Да, как дополнительное Да. что-то. Вот. А пельмени с сюрпризами. Вот. И мы сидели, лепили, разговаривали, обсуждали там что-то. Ну, не гайки туда вкладывали с пельмени с сюрпризами. Вообще, раньше еще клали такие копеечки маленькие. Но так как один раз мой дядя чуть не сломал зуб, поэтому мы решили а только Давай за сюрпризы. прошедший год и заодно и за позапрошлый у нас с тобой был очень классный год, когда мы делали оперу. Я возвращаюсь к этому все время, потому что это был один из самых счастливых моментов в моей жизни, если говорить о театральной работе. И я тебе безмерно благодарен за то, что ты ввязалась в эту авантюру и создала безумное произведение. Я тебя люблю. Это все взаимно. Спасибо большое. Ты родилась где? Ты специально так задаешь вопрос? Да. В Караганде. Ну и что? Так, Сколько ты там прожила? 15 лет. 15 лет. И вот из твоего детства празднование Нового года. Пельмени? Пельмени всегда. Всегда Офигеть. пельмени. Ну, и Офигеть. сюрпризы, это же так интересно, как мы с сестрой искали, вылавливали из этого блюда, чтобы кому-то досталось это. У нас младшая дочь, Даниэла, которую ты знаешь. Да. Даниэла, если видит счастливый пельмень в чужой тарелке, она ее просто забирает и все. Похоже на нее, да. Причем это даже вообще не ваши знакомые, да? Представь. Да, не весь. Да, да. И потом переехали в Беларусь, и все та же, да, абсолютно. То есть, ну, традиция как бы это такая устойчивая. Это же, понимаешь, то, что с нами хоть что-то есть. Знаешь, когда ты мигрируешь, ты берешь с собой семью и традицию, традиции. да. И вот и Да, сейчас понимаю. получается, я понимаю, что это может быть банально, оливье, пельмени, но это же, ты как, не, я понимаю. формат, но господи. есть же, которые вот хотят выпендриться, и так, чтобы был только кусочек сыра, и все. Слушай, ну есть люди, которые вообще не в состоянии пельмень создать. Понимаешь, это мы уже избалованы тем, что у меня родители всегда готовили всю любую там выпечку и пельмени, и пироги, что угодно. Но, например, я наблюдаю, как, например, в той же там, Великобритании люди куролесят так, что я смотрю, что чего только не готовят. То есть это прям... И потом, как только спрашиваешь, вечно звучит слово «бабушка». Вот бабушка делала там, и это прям... Я вообще понял, что сейчас в кулинарии самое популярное слово «бабушка». Или «нонна», или «гранма». Что должно звучать у белорусов ровно в 12 часов? Нет, так как, знаешь, так как белорусы более-менее спокойные по темпераменту, в отличие от соседов, то, может быть, даже не куранты звучали музыка, а знаешь, как этот... Шкатулка, да, когда открываешься, и там балерина, и вот она там дин-дин-дин-дин. Да, И вот так вот кстати. белорусы встречают Новый год спокойно. Блин, как уже хочется спокойно Новый год. Ну. Так, все, мне нужно помыть руку, и можем уже приступать к лепке. Вот какие традиции вот мы таскаем за собой? Вот что это, что мы вообще вот из года в год что-то с собой носим и вот вывезли в эмиграцию? Что? Я, слава богу, с мужем осталась. Это самое главное. Остальное все ерунда. Знаешь, потому что, кстати, из багажа муж самое главное. не, потому что, знаешь, очень много пар, их ломает вот это все. Да, и, кстати, Очень много иммиграция очень разводится. много. Мы, кстати, вчера даже обсуждали с нашими девчатами, что как много пар расстаются в иммиграции, потому что не выдерживают. Ну. Да. А Виталик спокойно перенес, да, вот этот Не, ну, перемещение? всякие, у всех свои проблемы. Все. И у нас был период такой странный, такой, что это было. А сейчас как бы вроде бы нормально.
вроде бы все Ну, а хорошо. сейчас он уехал на гастроли на 4 месяца. Вообще отлично, да? Да, я, видишь, развлекаюсь тут. Я еще одного пригласил сейчас к нам сюда. И я хотел, чтобы кто-нибудь контролировал ситуацию. Сергей Пукс. Здравствуйте. Ну, можно. Сергей, какие традиции у тебя на Новый год? У меня рядом с домом было кладбище такое Невское. Мы еще ходили туда. Ну, вот, дивно проводили время. Да. И никто не обращал на нас внимания. Было абсолютно безмолвно. И, в общем, более или менее, так сказать, надгробие кивали. Так что, да, как раз ждали этого боя курантов. Чтобы мы там оказывались только По своей воле. Да. Только на Новый год. Написал рождественскую песню. Я писал, когда мне было 15 лет. Ну, собственно говоря, в 15 лет у меня был пик моей творческой активности. Потом я уже шел по нисходящей. Ну, честно скажу, здесь я уже деградировал с того момента там. А вот у Подгайской другая, да, наверное, история? Ты, наверное, росла в себя. Я прослушала. Знаете, что... Вот он, начиная с 14 лет, деградировал, как музыкант. А ты росла все время, да? Ну, вот сейчас Не могу сказать. Творчески я бы сказал, что у тебя где-то рост метров 6. Нет, я не могу сказать, это такой, знаешь, иногда, особенно когда нет вдохновения, ты понимаешь, что ты просто вообще где-то там в глубине, и ты настолько, тебе не хватает этих чего-то там. Мстислав Леопольдович Ростропович говорил, талантливых до хрена, трудоспособных мало. Что такое вдохновение? А Ростропович, знаешь, что говорил? Мне так все надоело, я просто хочу водку и пельмени. У нас есть шампанское. И когда нет вдохновения, нужно просто вот. Ну что, лепим? Я же не буду одна здесь. Ну, конечно. Вот. Вы знаете, да, как лепить? Да уж, поверь, да. Мы же снимаем феминистский фильм на Новый год. Это я помню, как телепузики делали телеблинчики. Вот это похоже. Ну, если я вступаю в игру. Скажи, как у тебя год прошел? У меня изумительно под знаком какого-то неуклонного роста. Подожди, ты только что говорил, что у тебя падение с 14 лет длится. Нет. Ну, последний год такой нормальный. Я вдруг неожиданно понял, что я... какая-то нездоровая известность. Я вот как раз хотел, знаешь, как раз хотел спросить. Ты понял вообще, что ты вдруг из таких, как это сказать, андерграундных, тихих музыкантов превратился в поп-фигуру такую настоящую? Или ты это еще не понял? То, что я делал, лучше не делать больше. Нет, ты лепи один, просто делай вид, что ты лепишь. Да, ты его перелепливай, да. Да. И рассказывай. Ты понял это или нет? Ну, да, потому что у меня есть специально заточенный поп-проект под это, естественно, ну, как бы Георгий, который не работал в Беларуси, здесь работает лучше. Потрясающий человек. Работать никто не хочет. К счастью. Георгий Добро, он же, по сути, наверное, вот он как раз не удивился своей популярности, потому что он к этому шел-то быстро достаточно. Пока на свете... Нет, это существуют дураки, а Добро нам стало быть жить с руки. Да. Да, такие познания поэзии серьезно. Нам еще, кстати, нужно сделать сюрпризы. Да. Ну, сюрпризы ты делай, потому что ты же понимаешь, что сюрпризы будем мы с Сергеем есть. Ага. Понятно. Это когда без зубов люди остаются после этого? Нет. Находят камешек? Да. Как? Нет, здесь больше... Это будет счастливый Спанч Боб. Я просто помечаю, что здесь точно ничего нет. Я вот если такой формы найду... Вот, мы кладем туда горошки. Скажи, а ты на корпоративах не выступал? Да, выступал, естественно. Георгий это очень корпоративный. Да, он, кстати, в отличие от Пукста, он прям для этого создан. Даже Пукс на паре корпоративов выступил. Вот. Для извращенцев там делают. Пукс на корпоративе — это что? Это нечто. Ну да, вот это ну, что такое, что выходит, все мрачно смотрят на сцену.
появляется такой человек. Человек Да-да-да. И поет про то, как распадается там среднебелорусская семья. Ну, такая, у меня там целая свита. как раз на корпората. Да-да-да. Как раз больше вот как раз вот про то, как это самое, как тут многие расстаются. Нам надо на стол вообще накрывать, потому что мы так пора. застоимся. Так напьемся. Ну, давайте, чтобы уже как было по-белорусски, давай тост. Кто? Давай сначала, Сергей. Потому что в тебе 3 лица. Ты же... Добробыту. Нам всем. Я думаю, что усім нам, каб мы жили добра, багата и счастливо. И то же самое ожидаю всем белорусам. Дякую. Вот, собственно, и райский стол. Оливье, селедка под шубой, бутерброды со шпротами. Потом пельмени. Об этом можно мечтать было или нет? Хотя бы уже, видишь, 1% мечты сбылся. Да. Накладывайте, что вы сидите. Как чудесно. Чем запомнился 2024 год? Да ничем особенным, я бы сказал. В общем, отлично проведенное время какое-то, не знаю. Я знаю, что я знаю, как это бесит, когда человек на позитиве все время. Это мерзко. Да. Поэтому были, конечно, и проблемы. Я должен сказать, да, друзья, были и невзгоды. Обезьяне же очень плохо. Тяжело жилось, надо сказать. Прямо, знаете, так жалко себя в эти минуты. Ну, справился, нет? Нет. Нет. Сейчас Нет, скажу. так и умер. Да, так. Вот. Вот, поэтому теперь с новым счастьем. Так. Мне 28 лет. Вот, у меня в голове. Тебе сколько? Примерно столько же. Ну, а тебе? Говори столько же. Говори столько же. 73. 24. Не, да, серьезно, насколько ты себя ощущаешь? Не, лет на 36. Где-то так, наверное. Ну, потому что все-таки надо сказать, что уже какие-то там есть какой-то опыт. Как я не пытаюсь его пропить, его не пропьешь. Потому что это же интересы, это же то, что происходит. И на самом деле то, что в нас впихнули, у нас же был очень драматичный период. 4 года перестройки, которые попали на мою юность. Да, так нет. Но в чем проблема? Там. Дело в том, что, скажем, за 4 года, за которые мы узнали где-то 70 лет вообще мировой культуры. По большому счету, которая была закрыта, да. И это привело к неизбежным вопросам, потому что, например, грубо говоря, тебе в концентрированном виде дали культуру, которую ты переживаешь как актуальное событие в жизни, не как исторический факт, где там в 20-е годы был Платонов, там какой-то супрематизм, Малевич, Ницше. Да, Ницше, Клее, там Фрэнсис Бэкон. Понесло. Да. А все это идет как бы в какой-то очень сжатой таблетке, и получается, что ты, как бы размазываясь по этому культурному телу, можешь выбрать, например, какие-нибудь 60-е, которые тебе нравятся очень сильно, и развивать уже, скажем,
грубо говоря, пережеванные и выплюнутые идеи. Да. Вот, которые уже были пережеваны и выплюнуты, но ты по своему дилетантизму и поверхностному ознакомлению об этом не знаешь. Ну, Но, так. видишь, выскочили в надсистему те, кто четко понимал, что нельзя это повторять. То есть, что нужно сразу же стартовать вот с последней точки. Ну, да? понятно, да. Ну, то есть, а те, кто повторяли, я помню, до сих пор повторяют. Я недавно признался, что те, кто мне говорит, что Битлз это, навсегда, это единственная любовь и так далее, меня это начинает выводить из себя. Мне кажется, что это инфантилизм. То есть получается, что ты кроме этого, вот за все остальные десятилетия, ты больше ничего не получил. То есть ты больше ничего не познал такого, что перевернуло тебя, да? То есть, и это ведь какая-то такая степень, может быть, Битлз, а может быть, что угодно на этом месте. И вот мне кажется, что это какая-то... Это то, что тормозит процесс, что называется. Ну, в «Битлз» много попаданий, я имею в виду, потому что я тоже считаю, что ничего лучше «Битлз» не было в мировом мире. Видишь, я говорил, а я тебе говорил. Что эти люди существуют. Мы есть. И мы живы, и нас еще слишком много. Нас как бы too much, я бы сказал. Too many. Вот, кстати, вот это... Ну все, пока. Подожди, у тебя был начальный концерт, как я на английском. Да, и почему это произошло, кстати? Потому что это удивительный такой момент внешне просто очень добротной музыки и такого не очень умелого исполнения, я имею в виду, что это как бы не профессиональный человек, Который сработал. Потому что, грубо говоря, за что мы там любим музыку? За что мы любим там песню «Белые розы»? Мы же любим ее. Да. Не смотри на нас так, да. За вот это... Белые... Вот за то, что он, понимаешь, он не может дотянуться до этой ноты. Понимаешь? Да. Мы вспоминаем наш детский дом. Да. Вот я... Юра. Юрочка. Как же ты? Да. Нет, понятно, и не без русской культуры. Я тут вообще дерьма наложил, конечно. Извините, ребята. Да, на новогодний стол. Ладно. Давайте как-нибудь смоем это после Давай, говори тост. моих слов. Смоем наш позор. Говори. Я же не тамада. Ну, Ты тамада Нет, просто тостующий. В черном, во-первых. чтобы мы представляли себя на место другого, а тот представлял на место тебя. Это в мировом плане. Чтобы Экзистенциально ты загрузила. как-то понимали друг друга. Да, Они- получается, за эмпатию. Да. Спасибо, дорогая. Вот гитара. А ты ее искал. Что ты, под елкой? Подарок мне. Да, давай проверим, можешь ты что-нибудь или нет. Потому что я что-то сомневаюсь. Но она не подключена, там ничего нету. Сейчас подключим. Да. Choose a couple of back alone and mine. Been before, come back right. Been before and me, why don't you, young boy, turn back for me, you on a big leader, I ride my enemy, you turn back for me, you on a big leader, I ride my enemy, you on me happy, fight on back, you fight on my you. On me happy, fight on back, turn back with you. On me happy, fight on back, you fight on my you. On me happy, fight on back, and in mine. Turn before, turn back right. Turn before and me, you for and you back. Turn back for me, you on a big beater. I ride my me, you. Turn back for me, you.
Ну что, чем ответит купечество? Я пошла, все, спасибо вам большое. Вот, ну, корпоративные артисты, они вот такие, понимаешь? Дешевые. Давайте, знаете, за что я хочу... За ручную работу. Вот, да, за хендмейд. Я просто вас обоих видел в работе всегда, и больше, чем не в работе. И, честно скажу, всегда офигевал, потому что мне как-то, прям... Во. Потому что меня прям ваши какие-то проекты музыкальные, они меня просто иногда переворачивают прям с ног на голову. И просто, чтобы вы оставались такими же сумасшедшими, давайте. Спасибо большое. Оль, до пельменей. День шпиона. Как проходит День шпиона? Вот так, как я примерно сейчас играю. Но это было произведение, написано 20 лет назад, когда я еще в группе «Рациональная диета» играла. Угу. Вот, и оно, конечно, звучит в ансамбле интереснее, потому что у нас было там... Самый маленький состав, наверное, 3 человека, самый большой 12 человек. У нас постоянно растет. Но я сыграю его одна. Вот как смогу. Почему мы вместе не играем? А я, кстати, почему я не очень не понимаю. После того, как вы уже должны были как бы почти жениться друг на друге уже после всех ваших этих уроков английского. Поговорим. Точно с них это все завязано. Сложно сыграть после шампанского, конечно. Ладно. Да. Когда депрессия, что нужно есть? Пельмени. Ой, ешьте сами своих черепашек. Ножки всосались уже. Видишь, ты как-то меня устрицами накормила, я тебя пельменями. Ну, это, кстати, тоже, это тоже устрицы, только... Лучше. Только они действительно Есть живут. люди, которые не могут себе позволить пельмени. Действительно. Это ты о ком? Ладно, все. Забыл. Люди делятся на 2 категории. Плохие и хорошие. Есть люди делятся на те, которые едят с пельмени, а есть без... Ой, С пельменями пельмени это я. да. Есть, которые со сметаной едят, которые без сметаны. Я ко второй категории. Я хорошая. Ты без сметаны? Да. А что там, масло? Просто, да, Сочно, чтобы да? они насытиться вкусом. Они вот это вот... Начинается. Мы уже А мы, с значит, Сергеем виноваты. Да. Непонятно кто. Ну, звери. Ой, мне, по-моему, черепашка достала. Хочешь черепашку? Нет, Свою? нет, это- Я свое... У меня счастье. во. Ну, кому перчик попадется, там, у того будет хорошая новость, сюрприз в этом году. Что у вас такого диковинного происходило в новогодней истории? Мне мобильный телефон подарили. Первый. Первый. Это вообще, мы с сестрой вообще были в шоке. Это был какой телефон? Nokia, не? Я не помню. Ну, Ну, то есть старый, вот это. вот самый фишка. первый просто, да. Это же вообще такое Камурка. счастье было. У меня сюрприз. Да-да-да. У меня сюрприз. Ну, Да. Все, ребятки. Так, ну ты загадала там. боже мой. Надо съесть перчик этот.
И сейчас я понял, что вот эти годы, которые после 20-го, да, и когда оказались там многие в эмиграции и прочее, мне, например, дико нравится, что я узнаю такое количество крутых белорусов, что этот поток не кончается вообще. Их огромное количество. Почему я их не знал? Ну, не знал, а? Почему я ими не интересовался тогда? Да? А вот почему-то вдруг взрывается новые. И даже все поражаются, на самом деле, даже вот зрители нашей программы поражаются, что говорят, блин, мы же не знали, что есть, оказывается, такие крутые айтишники, врачи, там, ну, ясно, что людей искусства знали, да, а тут прям вот поток бесконечный. И мне это время поэтому нравится, то есть, и вот когда-то вдруг такой Новый год, который невероятно приятный, потому что, и я там думаю, а ведь я там 90% людей раньше не знал, да, с которыми... Вот это кайфовое время в этом отношении. Ну, в плане встреч, да. Да. В плане встреч. Есть что-то, чего вам не хватает из Беларуси? Ну, вот я даже не про людей, не про улицы, не про это. А про глазированные сырки? Например, да, глазированные сырки. Да, честно говоря, не особо. Я бы сказал, что так. Я знаю, что это опять звучит такой, ну... Нет, оно, кстати, уже нормально звучит, потому что я тебе скажу, что я, например, я не думал, что я в Лондоне буду находить там лидский квас, но это реально... А ты его стремишься найти? Нет. Да, просто когда попадает на глаза, тогда ты такой, понятно. Но на самом деле я понял, что наоборот открылась очень широкая палитра, это то, чего мне не хватало в Беларуси. И я понимаю, что при изменениях в Беларуси, вот чего бы хотелось, чтобы вот этот спектр разных продуктов, который... Там, условно говоря, какая-то специя, которую ты не... Ну, вот ты хочешь приготовить такое-то блюдо, нужна какая-то специя. А ее, нет в стране. То есть, А, например, там в Лондоне там есть все. И ты такой... у меня просто открылись возможности, да, и вот хочется, чтобы каждый белорус, чтобы он, когда программу смотрит, да, и, ладно, там... Здесь открываешь новые возможности. Да. А просто, когда ты называешь специи там какие-то, или какие-то добавки, там, чтобы он не делал такие глаза, где я это возьму, да. Чтобы он такой легко с тобой вместе участвовал в этом. Компания, которая у вас была там, она у вас что, рассыпалась или с вами переехал? Есть люди, по которым я скучаю, естественно, но это абсолютно естественно. Потому что, на самом деле, если бы я остался в Беларуси, например, я бы скучал по тем же, кто уехал. Потому что тоже уехало, тоже часть значимых для меня людей. Не, вот насчет скучаешь, даже я скучаю потом, когда, знаешь, идешь по улице в Минске, идет человек с футляром. 100 пудов он тебя знает. И ты его наворачиваешься, какая-нибудь скрипачка. Привет, какой-нибудь там дирижер, виолончелист. А здесь понятно, что такого нет. И вот вся компания, с которыми я там общалась, она либо разъехалась, либо осталась там. Поэтому здесь, конечно, поменялось у меня. Вот это интересная штука, когда стереотипы про продукты, когда люди начинали вот это, а где зефир, а где это? А потом проходит пара лет, я не вспоминаю уже про зефир, про грильяж и так далее. Это, мне кажется, это просто какой-то из плена стереотипов, наверное. Вот не, просто цепляешься к мелочам, которые... У тебя единственное, что ты можешь взять, это какую-нибудь маленькую бирюльку, которая тебе доставляет удовольствие, то вкус, знаешь, как запах, цвет, там, какой-то вот вкусовые эти... Единственное, что ты можешь вспомнить из этого, из прошлого. Поэтому, как бы, это не то, что цепляются стереотипы. Что это для тебя? Что это маленькая штучка? Что это? Вот, оно просто возвращает тебя в прошлое, когда тебе было спокойно. Для тебя это что может? Спокойствие. Я говорю, что для тебя, что ты можешь съесть такое? Что... именно конкретные брестские сосиски. Такие здесь именно нет. брестские? Брестские, да. Берешь... Ладно. Он турист, он не понимает. Да. I don't understand. Да, тут такое же все. Абсолютно. Шпикачки? Ты бы сейчас, например, брестскую сосиску бы слупила. Я бы с тобой даже не разговаривала бы. Вообще бы... То есть вот если бы здесь лежала брестская сосиска, а никакие на пельмени. Мы болью не слышим. Да. Я вот тебе расскажу историю. Я про историю говорю. Осознать... Вот первый раз, когда я осознала, что я композитор, рассказать тебе? Это было где-то лет 5 назад.
когда студия, да. Ну, понимаешь, ты работаешь все время, ты же не думаешь, я композитор. Нет, ты просто работаешь. Я только так и думаю. Но я не композитор. А я вот, да, ты думаешь, вот мы делали проект с оркестром и «Немое кино». И я выходила, точнее, не выходила, люди выходили из кинотеатра, человек, сколько там вмещалось, 500 человек, и все выходили, я видела, такие дамы выходили красивые. И это где происходило? В Минске, в кинотеатре «Москва», и выходили жены дипломатов, там, послов и так далее, и они выходили такие все красивые, и у них потекшая тушь, и они подходили ко мне и так говорили, что... Они что-то, не важно, что они говорили, но я просто видела, что я довела человека до слез. Вот, в тот момент, когда я сочиняла, я плакала, и сейчас этот человек плачет, хотя она такая вот, идет как английская королева, она вот идет. И тогда я подумала, может, правда я что-то нормальное туда попала, наверное. Вот тогда вот это вот и ощущение счастья классно. То есть ты композитор 5 лет всего, да? Ну, ты нормально потянулась за эти годы. Осознанный. Сергей, а ты когда понял, что ты композитор? Я никогда не понял, что я турист. Просто потому что я везде, да-да-да, такой пан-турист. То есть он заходит в такой охотничьей шапочке, такой идиотской, знаешь, с этим перышком, с усиками. Ну, у меня накладные есть дома. И я, короче, я захожу все время, так, понятно, это и с таким вот идиотским. Ты знаешь, это человек, который не вникает. Я не вникаю ни в одну сферу деятельности, которой занимаюсь. Вот. Я часто ненавижу то, чем я занимаюсь, именно как хобби. Вы же понимаете. Да, ну а музыка для тебя это хобби, естественно. Ну, потому что я не зарабатываю. Ну, это приработок получился уже. Уже приработок, да. То есть уже приходится вникать немножко, да? А вот у тебя было интервью со Стивеном Фраем, да? То есть вот кто он там в британской палитре? В британской палитре он Стивен Фрай. Он уже в том... Мы знакомы, наверное, лет 10. Я сам не знаю, кто он для меня. Потому что вот есть люди, например, даже в Великобритании, да, какие-то там домохозяйки из там города Регби, то есть где-то там. Для которых Стивен Фрай – это ведущий программы вот этой интеллектуальной, которая идет днем. Да. Я ему говорю, Стивен, а сколько ты записываешь? Какой у тебя режим записи программы? Он говорит, за неделю 30 программ. Я говорю, как это вообще? Ну, то есть там сейчас за 6 дней там, по 5 программ в день. Так, он сразу цикл записывает. Ну, это ведение программы, да. И вот представь, что человек какой-то сидит, там какая-то домохозяйка, условно, или какой-нибудь домохозяин, да, и для него Стивен Фрай – это вот ведущий программы. То есть он даже не читал гипопотам, он не смотрел, может, ну, Дживса Стона, конечно, смотрел, но он для него не актер, не понимает, кто. А Стивен – это человек, который расположил себя следующим образом. Он, значит, проявился как актер, проявился как писатель, и вдруг он меняет вообще формат и создает вот этот вот фильм про ментальные заболевания, который становится культовым и который многих спасает. То есть для меня в том числе это было так. То есть я смог себя как бы попытаться начать восстанавливать через его кино. И получается, что ты уже думаешь, так он чуть ли не врач. Да? То есть как бы, он просто делится своим опытом, и он спрашивает у людей, а как мне выходить? А у него биполярка сложнейшая, очень тяжелая. Он все время в фазе борьбы с суицидом. Как бы. И ты понимаешь, что, как это гениально, вот разместить себя так, что с тебя с одной стороны всех с тебя спрашивают, потому что почему ты ничего мне не предлагаешь нового, да? А с другой я тебе не могу спросить, потому что всего дофига, вот просто в любой сфере. Но видишь, это, видимо, все-таки калибр личности, который может себе это позволить. Таких очень много на самом деле. Вот быть таким... Вот давайте за личности выпьем, потому что Беларусь – это тоже край личностей. И чтобы нам общение с этими личностями всегда было прям в радость. Так вот, белорусам как прорываться и куда? Хотите, сейчас сниму скатерть, и все останется на столе.
Давайте. Пожалуйста, слушай, ну не надо. Прекрасно. Опять эта шутка, Оля. Опять, я поэтому мы же уже в твоего прошлом учителя году и это пригласил делали. сюда. Потому что она бы сейчас уже... Оля, извини. Что ты думаешь? Скажи мне. Свое белорусское нужно, оно в любом случае проявится. Не надо сохранять, потому что оно в любом случае будет сохранено. Нужно развиваться в разные стороны. Ты сущность свою никуда не денешь. Поэтому не надо вот зацикливаться вот на этом всем. В смысле, в попытке ловли этого тренда, правильно? В какой-то, фигне. Да, То есть ну, надо ну делать- просто все проявится, и ты незаметно вдруг что-то... Потому что я не сижу там, сижу, вот аккорд сочинила. Какой белорусский аккорд. Нет. Нет, ну просто вот... Ми минор. Такой цимбальный. Нет, белорусское, оно все равно проявится. Не надо просто вот в таком напряжении. Ну, давайте быть. эксперимент. Вы вдвоем сыграете. Что-то белорусское такое, наше. Ну, Я не буду ты с же тобой помнишь, играть. что ты... Будешь ты играть, это твой учитель. Не смей спорить с Щас, учителем. подожди, у нас сейчас отношения на паузе, поэтому... Да-да-да, у нас между нами ничего нет. Да, ничего. Офигеть. И почему вы вдвоем не играете, я не понимаю. Ну вот начали, да. Да, ну слава богу, я получаюсь вроде как крестный батя. Крестный буду тогда. отец. Это был прекрасный вечер. И давайте белорусам что-нибудь пожелаем в следующем году. Чудо настоящего. Да, настоящего новогоднего, рождественского, чтобы все... Пасхального, Первомайского, какого там еще? Первоапрельского, да. 24 февральского чуда. Я думаю, чтобы просто вот все время вот так прямо перло, прямо, знаете, как бы вот, прямо вот как бы бранспойт счастья, чтобы был вот как раз все вот эти самые, где даже вот. И чтобы вот прямо вот как шампанское сегодня. Да, там, и Георгий Добро тоже Да, вас да. поздравляет. чтобы прямо вот там пых-пых-пых, и все давило просто, вот, знаете, как паста просто счастья, чтобы в тебя... Ми-мажор, чтобы Да. был настоящий. Да, наконец про мажор заговорили. Да. Все, молодцы, спасибо огромное, и я надеюсь, вы еще поиграете вдвоем, потому что это как-то очень круто совсем. Спасибо. Спасибо. Всем с Новым годом! И не забывайте, что мы белорусы. Нам надо как-то регулировать свой добробыт до уровня сотого уровня, до сотого уровня, и что мы должны любить друг друга. Ну и не только друг друга, всех подряд. Иди сюда.
Да.